Девочки, у нас тут сегодня рыбный день. Много-много скумбрии. Всем привет, да? Всем привет? Я тоже швачку мою поняла. Лук с уксусом и с перцем. Рыбка и картошечка варится. В общем, мы любим эти моменты. Рыба любит меня, я люблю рыбу. Тут все вместе. Давай, Марика. Ой, детка. Мама! Не, я не тебе. Это Малика, да? Марика, ты должна мне говорить, принести. Да? Да. Ты же Картошка в мундирах. ты вкусная Картошка какая аппетитная. Ух. А рыбка, посмотрите. Давайте, налетайте, народ. Завтра с утра будет хингалш, чай, полгаш. Има, то за кафе. Има. Со кафе бомбе шерца, халх дуис, масичо халх дуис. Со военный вертхон кафе чувокш. Здравствуйте, алерто пер. А у вас есть чай, полгаш? Чай, полгаш есть у вас? Ишь, та, ждут хагадюл. Союз айцахсан. Это моя любимая еда. Вахал амнат. Все, всем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. К сожалению, юари показать не могу. Они у нас очень красиво. Берг хербуцан. Вот, посмотрите. Людечки, да? Всем привет. Вот мы приехали в гости в Иргун. Ты поздоровалась со своими подписчиками? Здравствуйте всем. Всем здравствуйте. Ассаламу Извините. алейкум. Дедик Хэ, серии. Анжелика, все, у нее первый влог, она продолжает свое дело. Продолжаем, ребята. Она временно забросила свою страничку. Ты ж покажи чеку, все там аккуратно. Она временно забросила свою страничку, ну а теперь решила продолжить это дело. Почему? Потому что, ну, это надо. На будущее. На будущее это надо. Вот. Поэтому. Сейчас у нас тут нам чаек заварили, да? Заварочку свежую сделали. Хорошую. Сметана, салат. Делается свежий салат. Так пахнет вообще. Угу. Ну, в общем, ну как тут похудеешь, я не знаю. Алло. Похудей того хардать. Нравится. Вчера до утра веселились, да? Веселиться и ликует весь народ. Вот. Так что, девочки, у нас сейчас будет завтрак. Это семья, это люди просто, знаете, они тоже с Веденского района, просто здесь в Аргуне дети учатся и пока снимают квартиру. Здесь все двоюродные, троюродные живут тут. В общем, очень весело бывает в этой квартире. Все собираемся, смеемся, шутим. Ну, вот такие вот дела. Тут чепелг делает, это уже у нас в обед. Вот так нас встречают. Это пышки с творогом. Вот нажарили пирожки такие. Ой, как пахнут хорошо. Тебе и киндер купили? Да, я. В общем, у нас тут, не знаю, куда мы не едем, везде это так все происходит. Потом резекция. Чай думаю. Наглый фрукт? И чай такой, как мы, да? Наглый фрукт. Это ароматизированный, да, квас черного зайца. Давай, заварите нам чаек хороший. Вот тоже, видите, с этого набора тоже пирожочки пожарить. Кстати, есть в наличии, девочки, заказывайте. Дедика Хелма серия, уже аржу. Анжела, что сегодня будешь делать? Так, у нас сегодня будет сегодня чепелг, такое чеченское блюдо, национальное, можно сказать. Вот. Ну что туда Для входит? этого нам понадобится вот такая сыворотка алариморза. Сыворотка, сода, соль, мука. Вот. Так, что, на кружку ложка соли, да?
Соды и соды. И соли, то есть. Это соль, не соды. Соду мы уже насыпали, теперь мы съедим соль. И дари. Это все насыпаем в сыворотку. И что у нас осталось? Ну-ка. Софиш, дахала, хамеш цане. Теперь мы вливаем это в чашку, да? Мама, это что, молоко? Нет, сыворотка. Сыворотка? В общем, здесь литр сыворотки и чайная ложка соды, чайная ложка соли. Без горки. Без горки. Вот так просеиваем муку. А можно мне немного? Это все перемешиваем, посыпываем мукой. Постепенно. Маш, что мы сейчас готовим? Чейпа. Чейпалкш, да. Пышки с творогом называется. У нас же есть. Мы еще сделаем. Мы покажем людичкам, как Анжела будет готовить сегодня. Я тоже хочу Ну готовить. ты учись, и ты будешь готовить. А? Учись, смотри. А я уже не знаю. Либо сыворотку, чаю, что ж. Покупаете или кого-то берете? Вина, да? А, агитация фишка, вот холодацман. Hayatsa eğitimler, madem уже более учусь. Нет. София, горять? Мультик, Итак, это мы все хорошо перемешиваем, посыпываем мукой. Леля, Голя, Зудреша. Просто нам вчера понравилось, девочки, несмотря на то, что мы тоже дома готовим, ну прям, знаете, такие тонкие получились, как мы любим. И вот Анжела сегодня делает, как бы, хочет тонкие сделать, попробовать. Она говорит, у нее до сих пор не получались такие, а теперь даже получится, да, как бы? Консистенция. Народная масса Да. Слишком, Анжела, слишком тугой борщ, слишком гейда борщ. Со средней халбез, бези? Не-не-не, наоборот, жидкий халбез под вот. А, Или жидкий халбез, чтобы они получились мягкие. да, алло, Аригош. Девочки все незамужние учатся, делают себе, пригодится в жизни, ничего. Это надо. Это высший сорт, да, и мука, Има? Да. Тоже вот светофор, пожалуйста, набор на все случаи жизни. И салат, и пирожки нажарить, положить, и вот тесто сделать, замесить, пожалуйста, 5 секунд. Ну что? Tavuk kavga okuna. Да? Ima. Да. Demlējam. Голер, я. Хухалдал тёлка. Шахарам, ду. Хожу в дистрибуте. Живое в десу дальше. А, девочка, на такой сковородке будем печь хингл, ой, чепилк. Это тоже, кстати, у меня в продаже они есть. Вот такие удобные. Сюда на газ вот так вот ставим. И, пожалуйста. И будет вам чейпалгаш. Ой, извиняюсь. Извиняюсь. Что доска ждать, стой? Доска круглая, ну и что? Шумбоя? Нет, доска, на которой она бот есть. лилаш. Доска ж. А, есть силиконовая доска. А сам подарить дал, ще набор. Сагань дал ему, охоеч. Там 3 доски в наборе и каталка идет. Это последний.
Анжел, на час оставишь, да? Да. На час оставить, чтобы постояла. А вообще, если на ночь оставить, еще лучше. Если она настоится Вот, на вот ночь. такая вот консистенция должна получиться для идеального теста, да? Тогда они будут тонкие, да? Да, Мягкие тогда, будут. Тогда они будут тонкие, очень мягкие и очень вкусные. Да, этот рецепт у нас снимается все уже в процессе дела. Готово, да? Вот такие вот кружочки сделали девочки. И сейчас делают. Анжел, гайта сюда хокку заваешь. Хокка гайта, чтобы люди увидели. Да. Нужно посыпать солью, вот так вот, посыпывая солью, вот так вот. И потом этот кружочек в тесто, да, класть? Ну, тут ничего не видно. Так. Нет, не так. Это там что? Так, значит так, тесто мы разделили на два кусочка вот таких. Этих лепешечек можно сделать несколько, можно сделать 5-6. Но так как мы просто хотели вам показать, много этих кусочков мы делать не стали, только два, чисто чтобы вам показать. Да. Вот, это тесто должно полежать минут 10-15, так должно полежать. Угу. Так, здесь мы... Ты расскажи, какое должно быть тесто, что внутри. Тесто должно быть такое, так, с внешней стороны не должно прилипать к рукам, а внутри оно должно быть более жидким таким, понимаете? Таким. Липким, да. Это с творогом, Это покажите. творог, это соленый творог. Здесь мы творог посолили и сделали такие шарики, такие кружочки, такие красивые. Ну так покажите нам, как вы делаете кружочки. То есть вы сюда уже соли насыпали, да? Соль мы уже сюда Обычный творог в ведре, который продается. Да. Вы насыпали, ну так, на вкус, да, на кто как любит, чтобы не сильно соленые были. Да, чтобы не сильно... Вот так, как вы делаете эти шарики, покажите. И потом, чтобы мы уже могли показать, как мы этот творог кладем в само тесто, да, и в дальнейший процесс. Ничего сложного абсолютно. Ну, Главное не пересолить творог. Да, ну, такие аккуратненькие кружочки, да? Вот, глянь, как красиво. Вот так вот. И, кстати, это с вещью, это очень хорошо работает. Да. Так, все, нам на сегодня этого хватит, потому что мы много делать не будем, девочки, уже вечер. Мы просто чисто, чтобы вам показать. Мы сейчас наелись настолько, что смысла печь их сегодня у нас нет. У нас тесто девчата замесили аж на 2 литра, поэтому можно по чуть-чуть с холодильника брать. Но вот, например, дело в том, что в этом доме занимаются этим делом. То есть продают вот эти с творогом пышки, с тыквой и сдают в магазин. Вот, поэтому они на завтра себе тесто поставили уже, у нас готово. Просто сегодня, чтобы вам показать, потому что мы завтра утром рано уедем, чтобы показать, как это делается. Вот тесто, ну вот видите, сверху вот вроде бы, чтобы муке, ну, чтобы не прилипало к рукам, а внутри оно такое, ну, липкое, да. Из-за того, что оно очень сильно мягкое, из-за этого ваши чебилш будут очень-очень мягенькие, прям будут таять во рту. Понятно? И дальше вот так вот тонко тесто как бы раскатывается, побольше мукички на стол. И вот этот кружочек целиком кладем в эту пышку. Ничего сложного совершенно. Это все слепляем и раскатываем. Все, делаем однородную массу, раскатываем, разетываем. Тем временем поставили нагревать сковороду. Кстати, такие у меня есть в продаже, девочки, я говорила. Греется масло топленое сразу, чтобы смазывать маслом, да, наши чейпалгаш. И дальше вот так вот тонко, то тогда они получаются очень тонкие. Да, руками делаешь, они наоборот намного мягче бывают, чем скалкой. Уже. Какая красота. Так, девочки, это тоже уже положили, чайпок печется. Масло греется, один уже положили. Маслом намазали. Ну, в общем, все дальше, как резаться будет, как еще будем класть, переворачивать, тоже покажем.
Девочки, тесто, видите, замешано тесто и стоит оно в холодильнике. И просто кусочком вот так ложкой берешь, на стол этот кусочек чуть-чуть. Ну, сейчас девочки покажут, да. Вот чтобы он в таком виде и стоял. Опа. Все. Перевернули. Теперь с обратной стороны печется. Топленое масло разогрето уже стоит. Ой, какой аромат идет. Чейпл, это вообще ногчи, да, арду, влажной салфеткой, да. Чистой влажной салфеткой. Лишнее убирается мука, да. А то, что бывает моют, поэтому, если мыть, они как бы как резиновые становятся, да, вот. А это влажной салфеткой чистой, просто протереть и потом смазать маслом топленым. Сложить, к примеру, как вот, да, их же бывает 10 штук, там даже на большую семью 15 делают. Вот сложить, как вот Наполеон мы слаживаем, да, вот пышки, и потом резать, каждую пышку маслом смазать, еще нагревая масло отдельно, ну, на любителя, чтобы макать потом этой же пышкой туда в топленое масло разогретое. В общем, ну, вариантов много. Такие пышки делают с творогом, их делают с тыквой, делают с мясом. Картошкой, да, с картошкой. Так, Анжелика тут что-то творит. В общем, вот так выкладывается тесто. Дальше вот так вот с этим мукой. Вот кусочек она достала ложкой, да? Мама, ты так долго. Сейчас я Вот так вот. Главное очень, чтобы тесто не прилипало, сыпать вот так вот мукой. Вот, готовый кусочек, да? Теперь, вот, девочки, все, готовая вторая пышка. Вот все. Ты смазываешь маслом сейчас? Тоже вытираешь влажной салфеткой. Это чечесто, вот, чеченский вариант. Очень вкусно это бывает. И топленым маслицем вот так вот смазываются эти пышки. Это очень вкусно, очень. Сковорода так и остается на печке. Сейчас еще третью покладем. Вот она в горячем виде. С другой стороны теперь все. С одной стороны обмазали маслом, теперь с другой стороны топленым маслом. У нас тут что творит? Что творит Анжела? Анжела, ты расскажи, для какой должен быть размером этот кружочек, когда ты его равняешь? Размер теста должен быть такой, примерно, чтобы этот кружочек поместился сюда, и мы могли вот так вот его закрыть, понимаете? Да, понимаем. Да, девочка, вот видите, она пышку вот уже положила, маслом смазала, да? А здесь остается горелая мука. Ее обязательно сухой салфеткой. Она сковороду вытерла сухой салфеткой, чтобы мука не оставалась, потому что мука горит, это раз. Во-вторых, последующие пышки становятся черные, такие горелые. Обязательно протерли и кладете уже новую, да? Она стоит, газ включен. Вот такой, да? Такого размера должно быть тесто. Кружочек сюда. Вот Анжелика нас сегодня накормит. Все. Нет. Да, круг. Круг. Такой круг делаем. И теперь руками, да? Аккуратно так вот разминаем. Жду, когда махланца дверь на самом деле. Понадобится мне вот так вот. 3 пышки вы сделали, и Это все, очень да? большая ошибка, если много муки на столе, это вообще некрасиво, вот так вот. Тоже Анжелин маха. Хадела. Вот так вот раз, и все. Ажо. Сунца гошла, план. Ошибка, мало дохода на. Ошибка, да? На хауш. Дадала. Все. Что там происходит? Там своя атмосфера. Там своя жизнь кипит. Всего пока не снимаю. Анжела, готовое тесто убирай тогда уже в холодильник. Тесто? А. Има.
Вот, а вот это вот все мы рукой. Ни в коем случае не тряпкой, потому что тряпка это Да. держится вот. Ладу, Олеж. Первый, последний раз ко мне. Специально халабошон, тесто точнее, муку собираем сначала рукой, а не тряпкой, потому что мука потом прилипает тряпкой. Так, Анжела, в следующий раз будешь у себя на канале покажешь уже дома. Это как так даже. Мы хороший купим этот. Как это? Калт. Видите, какой хороший творожочек? Ой, какой вкусный такой. А что я получу? Объясни, Дена, что ты сотворила тут и что мы будем есть вообще сейчас? Голодаю, может быть, да? Ну, погаете гайда людям, что ты приготовила. Вот такие чайпок, смотрите, прям мягенькие. Хаете, Анжелочка, покажи, как оно, сколько мягкое. Одну возьми кусочек, просто чтобы показать, насколько они мягкие. Ну, только они тонкие, ты хочешь сказать, Да, тонкие и мягкие, я все Да, хочу и сказать. очень вкусно, и пахнет как. Жаль, аромат не передается. Да. Угу. Все, всем приятного аппетита. Мы будем пить чай сейчас. Кушает чайпилк, еще один. Сестра приготовила чайпилк, и София кушает. Между Адандин. Вкусно Анжела приготовила пышки? Кушай. Сейчас будем пить чай. Ням-ням-ням. Вкусно очень выглядит.